Найти пропавших без вести отцов, сыновей и мужей. Каждый день на главной площади Аша собираются те, кто во время драматических событий потеряли самых близких. Фото как последняя надежда узнать хоть что-то о тех, чья судьба остается неизвестной. Пропали патрулировавшие улицу сотрудники ГАИ. Напали на молодого человека и увезли в неизвестном направлении. Исчезла девушка, вышедшая из дома купить хлеб. Таких историй десятки. По словам местных жителей, похищения происходят неподалеку от тех районов, куда так и не смогли пробиться военные. Горожане крайне насторожены тем, что люди пропадают даже после того, как беспорядки и погромы прекратились. Девушка тоже просто вышла за хлебом в Волжском районе. 3 дня дома сидела голодная. Вышла из... И где-то в Волжском районе, где-то на остановке она потерялась. Тоже, говорят, утащили. Тоже вот человек пропал. Часть жилых массивов до сих пор забаррикадированы. В основном это места компактного проживания представителей узбекской диаспоры. Родственники пропавших без вести считают, что заложников, если они еще живы, удерживают именно в тех районах, где не произведены зачистки. Как утром вот сотрудники БТР заходят в центральную, а внутри домах трупы, заложники, все вот, да, мы так слышим. Да. Никто не может. Не слышим, есть факты. Вот они такие. Только по официальным данным в списках пропавших без вести более 50 человек. Собравшиеся намеревались отправиться на поиски близких в еще не зачищенные Махали самостоятельно, но их остановили военные. Это могло спровоцировать новые беспорядки и привести к жертвам. По оперативным данным, в некоторых районах до сих пор остаются провокаторы и боевики. И на руках у местного населения очень много огнестрельного оружия. Десятки автоматов, карабины, винтовки и ружья, патроны, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Все это было изъято во время зачисток. В Махалях было сделано еще много страшных находок. Дубинки и биты, ударная часть которых усыпана гвоздями. Палки с металлическими наконечниками, чтобы рубить и колоть. Наркотики на десятки тысяч долларов. А это боевые КАМАЗы для диверсионных вылазок. Кабины закрыты железными щитами, в кузовах оборудованы бойницы. К бамперам приварены металлические штыри. По словам силовиков, эти машины готовились заранее, специально для ведения уличных боев. КАМАЗы, сразу можно сказать, что эти КАМАЗы были предназначены и подготовлены для проведения таранов, нападения на этих КАМАЗах на толпу людей, на военнослужащих. В ближайшие дни военные готовят еще несколько спецопераций по изъятию оружия и освобождению заложников. К референдуму по конституционной реформе, который намечен на 27 июня, все очаги нестабильности должны быть взяты под жесткий контроль. По сведениям спецслужб Кыргызстана, к организации беспорядков в Волжской и Джалабадской областях причастны боевики исламского движения Узбекистана и других террористических организаций. Есть спонсоры, которые щедро проплачивают диверсии. По некоторым данным, деструктивные силы продолжают закупать оружие и готовят отряды наемников, чтобы попытаться вновь взорвать ситуацию. Кирилл Степанюк, Бектурсун Стамкулов, Талкун Эрмекбаев, Орская область, Кыргызстан.